В прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 15 июля. Приоритетные темы. Главный вопрос до республики Социально-экономическое развитие, вопросы общественной безопасности обсудили сегодня в правительстве. Какие решения приняты? Взгляд из Поднебесной. Местные власти уверены, что дальнейшее сотрудничество принесет значительные выгоды. Китайские бизнесмены знакомятся с инвестиционным потенциалом республики. Какие отрасли привлекли их внимание? Вода – это жизнь. 172 километра сетей водоснабжения строят в Итумкалинском районе, когда жители получат доступ к чистой воде. В парламенте состоялось расширенное совещание под председательством Магомеда Даудова. Обсуждались ключевые направления социально-экономического развития, ход реализации указа президента об оценке эффективности работы руководителей субъектов, достижении целевых показателей, установленных агентством стратегических инициатив. Отмечено, что по итогам первого полугодия сохраняется положительная динамика. Показатели демонстрируют устойчивый рост в промышленности, торговле, строительстве и в сфере доходов населения. В ходе обсуждения определены приоритетные задачи, включая повышение качества жизни, развитие социальной инфраструктуры и укрепление позиций региона в федеральных рейтингах. Премьер-министр дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение эффективности работы всех уровней исполнительной власти и улучшение благосостояния жителей. Дайган фактически хилиот уровень сделано, передвинут день делан, халдо курдуал зарплата плюс нагасан минек Россию нагасан кила кралой делана кидаж тетурду это даже не один из семь не один возим нагасан может киши херез делана чахвой хилдул камелду и цаду шоло и хунду и кверд дерду зарплата Иллагр хылч шун масанаха аха, до министершкаха, главшнаха, направление шивой, тига ахч олсом хул зарплата, олсом хул та итаг этси вакт сун бил бяхбат, сани кепрун элчевой чуах дюзел хулвотч дион семья янят, шина ахч дион дугдолчи вюдис дион. Сутя дион вай масара угри хала правительство минфину диона, каждый шара боба без. Каждый шарап диона вай болчара индексация ещё да 32 тысячи средняя зарплата 32 тысячи дион, а 34-35 халдакчи факт диона улях болчари дион темахитиз дион. Сюда диона султан когда ёлчхана диона чоб каждый шара внимательно лур дай даци это вопрос уже другой. Целой теадл дак диз хунаж диона не чуа дюзелшбу семья жекию нах шедюзелшка бешбу ду даци бош диона зарплата это туш диона индексация это хотя бы ёл реально дион инфляция на это туш сож диона нах дюзелшка дурбац сюда вы мехда свойга чо просто самый главный вопрос до республики и вы диона вы мехда смал сюда паягадис сюда бог бабис хумбис низ дацис. После состоялась отдельная встреча с руководящим составом силового блока. Темой стали вопросы обеспечения правопорядка и участия республики в СВО. Также собравшиеся обсудили текущие задачи, координацию действий и повышение эффективности совместной работы. Духовное управление мусульман закрыло частное медресе после инцидента с избиением учащихся. Видеозапись, на которой запечатлено избиение детей преподавателем, получила широкое распространение в чеченском сегменте интернета и вызвала резонанс. Муфти Салах Аджимижиев осудил произошедшее. Он подчеркнул, что преподаватель не имел необходимого сертификата и официального разрешения на ведение педагогической деятельности. Репортаж Лимды Джамалдиновой.
Это видео буквально за сутки облетело весь интернет и вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как молодой человек с палкой в руках наказывает учеников во время урока. Позже выяснилось, что это произошло в коммерческом медресе Ан-Нур. Подобное поведение преподавателя в учреждении, где обучают основам ислама, не осталось без внимания в Духовном управлении мусульман региона. Муфти Чеченской Республики Салых Хаджи Межиев резко осудил случившееся, подчеркнув, что подобное поведение недопустимо как с точки зрения религии, так и чеченских традиций. يخيل شولشياتس يمتق تنا يولشياتس شهرسن سا ليلو سديشتولهم ليلو شتا وسق حارت ولحتول راه وي عيلو شول بقوان سان حجر شقع شي نظام عيوخش نوجو بيش قيادش قاع يوكش حجر شو ويمخ حجر شي يقلو شو شنديقي صح حجر سايل حجر شنا بيش كر اخش صدوخش ديل شي دوز بيش ندح يوخش يحجرش او يباشا ربنا عشسا دلال شوال زتسو مسوا وريصالا توش ويمخنا الايمان عشسا تو ريصالا توش ديل رزخيل سانا اشتا قحيوك شجر شو اق коммерческий хужашол бершкар ахча дохша ама цигаболш бол хихар хой низам иза уайт согласовать дой хих мегер вала хих мегер вацах бохша ишта от низама цана хих шужаршу. Медресе Ан-Нур, по данным муфтията, не проходила необходимой аккредитации. Из-за выявленных нарушений оно немедленно было закрыто. Молодой человек, запечатленный на видео, 17-летний Шамиль Минкаилов, также не имел аккредитации Духовного управления мусульман Чеченской Республики и не обладал правом преподавания. Его действия были решительно осуждены. В Чеченской Республике действует около 400 медресе, в которых обучаются около 43 тысяч детей. Салых Хаджи Межиев отметил, что в религиозных учреждениях региона подобное поведение недопустимо, и такие случаи будут пресекаться на корню по закону. هنت إمتك يوجنا إوين قدش الله إسان يوشل متك خيري خيري هاس دال مولا خيل مجر دوتشل وي أخ دوزيتنا إسان دولشتلو مج حشتو تسوق ديل دينا أتسقنت شينا ويدع غايتنا تاق تيرت إيرشنا دع غايتنا وينا لوشتك هدر مصو حجر شكعبوش بولو وي حيخر خوشك يخت أقبوغوي علم قرآن ديل يعدع حيخه شيدا زولر دي شيدا زونال تخم بول عمو شواتسيس يخ شواتسيس شيت اوغي چان ولا زونغلا عطلا يتا يچ سنيت باش سن تعذر دش عمدي بو شواتس ويك تعذر دي الحوال واتس عمو قران عمدي الحوال. Духовное управление мусульман Чеченской Республики призвало всех преподавателей соблюдать нормы ислама и уважать права детей, а жители региона не беспокоиться, поскольку ситуация взята под контроль. В Духовном управлении мусульман Чеченской Республики отметили, что подобное поведение недопустимо, и исламу оно противоречит. Виновный преподаватель уже отстранен, начато служебное расследование. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В Чеченскую Республику с деловым визитом приехала делегация из Китая. Это представители крупного бизнеса. Их главная цель – найти, куда можно выгодно вложить деньги и развивать бизнес. Среди гостей – руководители крупных компаний, которые занимаются строительством и развивают туризм. Им уже показали самые перспективные проекты в столице. Репортаж Турпала Тайсумова. Субъект уже давно стал инвестиционно привлекательным регионом не только в стране, но и далеко за пределами. Интерес к открытию своего дела проявляют и предприниматели из Поднебесной. В Грозный прибыла делегация крупного бизнес-сообщества из Китая. В ее составе руководители компаний, работающих в сфере строительства и торговли. Работники сферы регионального туризма и бизнес-направлений провели гостям ознакомительную экскурсию. Для них показали самую крупную строительную площадку столицы – новый район имени Владимира Путина. Здесь, конечно же, есть на что посмотреть. Объекты растут с каждым днем. На первой линии у нас расположены
В ходе встречи на территории особой экономической зоны их ознакомили с условиями, которые может предоставить регион для будущего строительства и последующего запуска той или иной отрасли экономики. Такой подход станет мощным толчком во взаимовыгодных отношениях. Это показывает, какой потенциал огромный инвестиционный есть у нашего города, у самой Чеченской Республики, благодаря политике нашего главы, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Мы проводим переговоры насчет открытия очередного производства на территории города Грозного, в частности, особой экономической зоны. Очень много вопросов по поводу дальнейшего сотрудничества особых экономических зон, также Китая с Российской Федерацией. Гости были восхищены увиденным. Как они отметили, масштабы инфраструктуры дали твердое представление о том, что начало переговоров с подписанием соглашений не стоит откладывать в долгий ящик. Осматривая Грозный, мы увидели много красивых мест. Город очень современный, а строительство нового района – это просто что-то невероятное. Наши ожидания оправдались, и мы будем искренне рады дальнейшим совместным успехам. Таким образом, специалисты из Китая станут очередными бизнес-партнерами Чеченской Республики и откроют новые возможности для ее экономического развития. С каждым годом интерес зарубежных инвесторов к Грозному только растет. Местные власти уверены, что дальнейшее сотрудничество принесет значительные выгоды как для региона, так и для компаний из Китайской Народной Республики. Турпа, Лолита Исумов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В Грозном продолжается строительство нового моста через реку Сунжа на улице Асланбека Шерипова. Протяженность переправы составит 72 метра. Сейчас специалисты уже завершили работы по установке свайных конструкций. Репортаж Ахмеда Рамазанова. Старый мост давно признан аварийным. Его металлические конструкции устарели, и движение здесь было небезопасно. В начале этого года специалисты приступили к полной реконструкции. Работа сейчас идет активным темпом. В данный момент я белый, монолит олтона конуса, подбалки, балки, балки, проблем были бухая. Воите белого утана на месте по единиц техники, шурмагар, экскаваторию, погрузчику, КамАЗью. Новый мост будет железобетонным, опираться на современные свайные фундаменты. Это позволит значительно увеличить срок службы сооружения и его пропускную способность. Протяженность моста составит 70 метров и при новой ширине почти 16 метров. На данном объекте моста через реку Сунжа уже завершены подготовительные работы. Сейчас производится монтаж 24 железнобетонных балок. Данная переправа позволит разгрузить поток транспорта, движущегося со стороны поселка Алды в сторону центра. Развитие дорожной сети находится под контролем Рамзана Кадырова. Глава региона на регулярной основе осуществляет инспекционные поездки, места реконструкции и строительства. Несмотря на жару, специалисты работают без устали. Благодаря этому реконструкция моста завершится раньше срока, и уже в конце текущего года переправа уйдет в эксплуатацию для водителей. В 2025 году на территории города Грозного при непосредственной поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова стала возможна реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Также программа по капитальному ремонту федеральных автомобильных дорог и реализация муниципальной программы развития дорожного фонда города Грозного. Таким образом, в текущем году запланированы работы на 33 объектов общей протяженностью 48 километров. В текущем году также у нас начаты работы по строительству и реконструкции 3 мостов и 1 путепровода. Уже завершены работы на 15 объектов общей протяженностью порядка 12 километров. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Более 170 километров новых водопроводных сетей будут проложены в Тумкалинском районе. Это значит, что в 8 населенных пунктах, включая и Тумкали, Ведучи, Тазбичи и другие, впервые получат централизованное водоснабжение. Работы уже стартовали в селе Кокодой. Так преображается жизнь в Высокогорье в следующем материале. Здесь важно соблюдать точные параметры уклона, чтобы обеспечить правильный сток воды, несмотря на капризы высокогорного грунта. Каждый метр траншеи требует особого внимания и инженерной точности. Работы по прокладке 14 километров водопроводных труб для централизованного водоснабжения в селении Кокодой и Тумкалинского района идут полным ходом. Началю понемножку материал хала уша, 100 километр
труба вахильна оха, ишта колодцев 15 установить на ох, понемножку материал халточу, белая, шей бог бешбу, но жим почо халюху захаляла далурдошум дуара, хай далук дяш хадош дуто. Кокодой – лишь первый шаг в большой программе. Современные сети будут проложены еще в 7 населенных пунктах района. Всего по муниципалитету предстоит проложить впечатляющие 172 километра новых водопроводных линий. Реализация осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов России», что значительно улучшит условия жизни местных жителей. Результатом этой программы станет повышение качества жизни и надежности водоснабжения для 4000 жителей. Чистая вода будет поступать из подземной скважины, которая по результатам проведенных исследований уже подтвердила свое высокое качество. Благодаря поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, на территории района начато строительство центрального водоснабжения. Пользуясь случаем, себя лично и от лица всех жителей нашего района хочу поблагодарить за этот подарок нашему району главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, за то, что у нас появится центральное водоснабжение, и качественная вода будет, и все люди очень этому рады. Для местных жителей, чья жизнь десятилетиями диктовалась ритмом колодца и кустарных систем водоснабжения, приход централизованной воды – вестник новой эпохи. И радость сельчан по этому поводу не знает границ. Центральное водоснабжение. Комплекс мер по улучшению водоснабжения включает в себя также создание современных станций водоподготовки. Начатые работы в районе планируется полностью завершить уже в следующем году, принеся долгожданный комфорт и удобство в каждый дом. Рамзан Абуев, Шамсудин Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся турнир Лиги ЛФЛ. В течение вечера болельщики стали свидетелями 35 бескомпромиссных поединков по ММА. Каждый бой держал в напряжении до последней секунды, демонстрируя мастерство и несгибаемую волю спортсменов. Имена победителей знает Магомед Азиев. Как бойцы, так и зрители в предвкушении начала мероприятия. Спортивная лига ЛФЛ по ММА провела соревнования в Грозненском Колизее, где собралось огромное количество поклонников смешанных единоборств. Спортсмены в полной мере продемонстрировали, на что способны. В плане участников 35 парей, это в связи с 1,5 года просто первый. Последний турнир мы 800 участников. Но этот турнир как бы по плану. На следующий турнир план варианты. Как показательный вариант. От мала до велика. Каждый в своей весовой категории сошлись с равной конкуренцией. Дабы подготовиться к следующему поединку ментально и физически, бойцы провели тренировочные спарринги и разминку. Турнирную сетку озвучивает ведущий, вызывая оппонентов в октагон. На этом моменте уже испаряются все страхи, тревоги и волнения. Человек встречается лицом к лицу с соперником, и единственное, на что он может рассчитывать, это на свои силы и технику. Главный бой вечера прошел зрелищно. Из двух претендентов победу одержал Рамзан Адаев. Несмотря на юный возраст, парень может гордиться большим списком наград и заслуг. В возрасте 18 лет он уже получил титул чемпиона России и мира, двухкратного чемпиона СКФО, а также 4-кратного победителя всероссийских соревнований. На высшем уровне турнира. В ближайшем будущем Лига ЛФЛ готовит еще более грандиозные турниры, на которых будут выступать как профессиональные бойцы, так и новички, жаждущие соревновательных ощущений и желающих проявить себя на начальном пути в спортивной карьере. Магомед Азиев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах, войнах и в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.